Сыктывкарский строитель дважды сыграл со сборной России и оба раза крупно уступил. Для национальной команды этот тренировочный спарринг оказался легкой прогулкой. Класс команд на сегодня просто несопоставим. Для тренерского штаба сборной было важно оценить игровые кондиции сборников. Сами хоккеисты обкатали новый лед республиканского стадиона и оценили готовность Сыктывкара к предстоящему чемпионату мира по хоккею с мячом. Подробности знает Алексей Корчма. Еще никогда раньше сыктывкарский строитель не играл со сборной России. В столицу Коми приехали звезды мирового бенди. Роман Черных, Евгений Дергаев, Алмаз Миргазов, лидеры своих клубов и костяк национальной команды. Прекрасная атмосфера. Спасибо зрителям, что пришли. Сегодня погода хорошая и лед очень хорошего качества. И достаточно интересный матч получился. Дорогие болельщики, приходите на стадион болеть за сборную страны, и за ваш родной строитель. От себя хочется сказать, что хоккей с мячом – это очень зрелищный вид спорта, интересный, быстрый. На тренировочный сбор в столицу Коми тренерский штаб национальной команды вызвал лучших игроков российского чемпионата. Предстояло оценить физику хоккеистов, попробовать разные игровые связки и, конечно, обкатать лед нового республиканского стадиона. Здесь грядущей весной пройдет чемпионат мира. Пришли со старшим сыном, смотрим, болеем. Болеем, естественно, за строителя, да. И радует, что стадион, который мы строили, готов, на нем проходят игры такого уровня, что мы скоро ждем чемпионат мира. Это здорово, это классно, эмоции зашкаливают. Несмотря на счет, все равно классно, молодцы. И очень приятно то, что мы строили фактически для строителя, играет сборная России сегодня, а скоро будет весь мир играть на лучшем льду планеты в Сыктывкаре. В первом товарищеском матче сыктывкарский строитель ожидаемо уступил 2-12. По признанию главного тренера сборной России Павла Франца, к слову, он рулевой и нашего строителя, класс команд на сегодня просто несопоставим. Впрочем, счет на табло мало кому из болельщиков испортил настроение. Главное, посмотрели на игру сборной. Мы действительно надеемся, что чемпионат состоится, и такого рода мероприятие – это такой хороший старт для того, чтобы как-то разогреть публику, в целом зрительские массы, группы, для того, чтобы показать всему региону, всей стране, что Республика Коми готова к принятию такого серьезного, большого мирового мероприятия. Самый главный шаг к тому, что чемпионат мира будет, потому что если уже сборная России приехала сюда на сборы, проводит здесь свои, пусть и пробные, но матчи, значит, она готовится к чемпионату, и чемпионат здесь будет. Здание, конечно, помещения все мы прошли, помещения все готовы, очень хорошие и пресс-залы, и раздевалки. Я думаю, что все команды, которые приедут к нам, будут очень довольны. Во втором контрольном матче сборная России одержала еще более убедительную победу – 16-1. Единственный мяч за строитель забил Иван Кораблин. Тренировочный сбор национальной команды в столице Коми продлится до 22 января. По графику Международной федерации хоккея с мячом матчи группы «Б» чемпионата мира пройдут в Сыктывкаре с 8 по 13 марта. Команды группы «А» сыграют с 27 марта по 3 апреля. Ожидается, что в сильнейшем дивизионе на лед выйдут сборные 9 стран. Алексей Корчма, Северин Арпа, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.